Несмотря на то, что Сарапул в состав новой зарождающейся республики первоначально не вошел, именно в городе Накаме проходили ключевые организационные мероприятия по созданию автономии удмуртского народа. Не все знают, что Сарапул является колыбелью организации Удмуртского национального движения. Это 1918-1920 годы. Большинство важных конференций, съездов по созданию удмуртской автономии прошли именно в городе Сарапуле. В городе Накаме собирались коммунисты, интеллигенция, молодежь, проводили встречи национальных меньшинств и женщин-удмурток. Одним из важнейших стал Всероссийский рабоче-крестьянский съезд удмуртов, проходивший в сентябре 1919 года. Было 102 делегата из 5 губерний, и одним из решений этого съезда стало создание комиссариата, то есть, по сути, первого удмуртского правительства. Как вспоминает супруга Кузибая Герда, заведующего тогда Центральным водским издательством, они жили в доме рядом с милицией. На первом этаже проживали те, кто работал в комиссариате, а на втором работал сам комиссариат. Эти же люди, те, кто создавал эту организацию, кто был идейным вдохновителем, они же были первыми редакторами первой удмуртской газеты «Гудыри». Газета издавалась на удмуртском языке, была рупором комиссариата и доносила все, что хотели лидеры донести до народа. Еще одним, безусловно, очень важным и одним из центральных таких событий в жизни удмуртского народа это была Всероссийская конференция коммунистов-удмуртов. Она проходила также в Сарапуле в июне 1919 года, с 6 по 11 июня. В здании сегодняшнем, в одном из объектов Сарапульского музея-заповедника, сегодня это художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина». Одним из итогов конференции стало проведение первого Всероссийского съезда удмуртских работников просвещения и социалистической культуры. Это уже был такой действительно праздник. Во многих воспоминаниях это описывается, что съехались 245 делегатов. Это был праздник, у всех было такое именно праздничное настроение, такой подъем. Результатом же этого съезда и стало, по сути, создание удмуртской автономии. Именно здесь были эти призывы, звучали лозунги в хорошем смысле этого слова, что и лидеры по итогам этого съезда поехали в Москву, доложили в правительстве о желании удмуртского народа создать свою административную единицу. Был подписан соответствующий документ. В августе 1920 года было завершено составление проекта границ будущей Водской автономной области. По административно-политическим условиям Сарапул в состав автономии изначально не вошел, но город и его жители всегда воспринимали себя частью современной Удмуртии. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.